Вы смотрите информационный выпуск «Время. Местные итоги», в студии Татьяна Корешкова. Здравствуйте. Итак, чем запомнится неделя? Корреспонденты МКТВ расскажут об этом подробно. В Молодечно появилась аллея семейных деревьев. Инициатором выступил Белорусский республиканский союз молодежи. Инициативу поддержало Министерство природных ресурсов и окружающей среды. Не словом, а делом. В год 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков предприятия и организации района активно занимаются благоустройством территорий. Веселковый Карагод – областной этап 12-го республиканского фестиваля художественного творчества воспитанников детских домов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел в Молодечно. Светлый праздник. Католики мира отмечают Пасху 21 апреля. Дату определяют по григорианскому календарю. Неделя запомнится тем, что в Молодечно появилась аллея семейных деревьев. Инициатором выступил Белорусский республиканский союз молодежи. Инициативу поддержали Министерство природных ресурсов и окружающей среды, областные райисполкомы. В акции принимали участие семьи Молодечнинского района, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кононович и руководители района. О том, как это было, в материале нашего корреспондента. У многіх народаў існуе прыгожая традыцыя. Пры радаснай падзеі, нараджэнні дзіцяці, уступленні ў шлюб высаджваць маладое дрэва. Такі звычай толькі калектыўнымі намаганнямі цяпер з'явіўся ў Молодечне. У мінулую суботу кляновую алею закладвалі ў парку імя перамогі сямейныя пары. Хтосьці з іх паспеў адзначыць і значныя юбілеі, а хтосьці толькі нядаўна пачаў пісаць у летапіс сваёй сям'і першыя старонкі. Данное мероприятие, оно, я уверена, оставит неизгладимый след в жизни каждого, кто сегодня здесь присутствовал. И наши дети, наше молодое подрастающее поколение, они сегодня в очередной раз прикоснулись вот к этому общему, что объединяет белорусов, к созиданию, к созидательному труду на благо нашей Родины. Год малой радзімы – гэта не толькі навядзенне парадку на зямлі і падтрыманне ў належным стане таго, што зроблена іншымі. Стварэнне добрых традыцый, ініцыятывы і рэалізацыя мерапрыемстваў на карысць усім несумненна заслугоўваюць увагі. Азеляненне тэрыторый заўсёды стварае своеасаблівую атмасферу камфорту і дагледжанасці населеных пунктаў. Дапамаглі жыхарам Молодечно работнікі мясцовага зеленгаса, якія выдзелілі для пасадкі сажанцы клёнаў. Событие, инициированное нашей молодежью, Белорусским республиканским союзом молодежи, это очень отрадно. И эта инициатива поддержана и главой государства, и всеми высшими должностными лицами. И самое главное, что эта инициатива поддержана нашими гражданами. Чтобы стартануть для акции, выбрали этот город, потому что много знаковых событий происходит в Молодечно, что касается Минской области. Клён у міфалогіі лічыцца сімвалам міру і кахання. Ён дорыць людзям душэўную раўнавагу і ўпэўненасць у сабе. Менавіта гэтыя якасці і жадаюць часцей за ўсё маладажонам. Ды і ў любой сям'і яны не лішнімі не будуць. І няхай алея яшчэ зусім маладая, але ў гэтым закладзены пэўны сэнс. Пасадзіць, даглядаць, назіраць, як расце і развіваецца клёнік. А яшчэ расказваць сваім нашчадкам пра гісторыю роду і іншае дрэва генеалагічнае. 3 вещи надо сделать, да? Построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Ну, дом есть, сына растим, ну вот теперь дерево. Символ чему-то новому, можно сказать, продолжить, ну, может быть, и тем же самым заложить какую-то свою традицию. Может быть, вот я предлагала мужу на 5-летие ребенка прийти уже свое дерево посадить сюда. То есть, ну, вот, сделать, опять же, город зеленее. Алея з кожным годам будзе прырастаць новымі насаджэннямі. І гэта той выпадак, калі ініцыятыва стане традыцыяй, аб'яднае сем'і і пакаленні. Пасадкай сямейных дрэў у Молодечне сёлета дадзены старт вялікай акцыі, якая пройдзе па гарадах і вёсках Беларусі. На меншыне эстафету ад нашага горада прыняў мінулыя выхадныя Салігорск. Алла Маркелова, Олеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТВ. 20 апреля республиканский субботник. Наведение порядка на земле – одна из главных задач, которую необходимо выполнить каждому району Минщины. Впереди
1 и 9 мая. Значимые дни в истории. Благоустройству населенных пунктов, местам боевой славы первостепенное внимание. В области 1808 памятников. Все они должны быть отремонтированы, покрашены уже к 1 мая. Мы должны сохранять память о тех людях, которые защищали и освобождали нашу малую родину. Герои, положившие головы за мирное будущее, должны жить в памяти людей, отметил на селекторном совещании с руководителями районов заместитель председателя Миноблсполкома, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иван Маркевич. В Молодечинском районе 20 апреля республиканский субботник – День трудовых десантов. В центре внимания дороги, детские оздоровительные лагеря, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы и памятники. Скажем спасибо за победу. Молодечинское телевидение МКТВ приглашает жителей региона принять участие в создании телепередач к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Таким образом, вспомнить тех, кто в Великую Отечественную погиб, защищая свою семью и землю. Тех, кто сегодня совсем стар, но с нами. Среди них ваши родные. Найдите, пожалуйста, в домашних альбомах их фотографии. Разместите фотографию с указанием их имени, отчества, фамилии. По возможности напишите информацию о том, где воевали ваши родственники, где погибли. Вы можете размещать фото ваших фронтовиков в группе МКТВ ВКонтакте, присылать на наш почтовый ящик МКТВ@Тутбай и по вайберу на номер 8029 861 96 10. Мы обработаем фото фронтовиков для телеверсии и покажем в эфире в праздничные майские дни. Присоединяйтесь к нам. Это важно сказать спасибо за победу. Надеемся на ваше участие. Не оставайтесь в стороне от грандиозного события. Ждем фото ваших родных фронтовиков. И продолжаем программу. Не словом, а делом. В год 75-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков предприятия и организации района активно занимаются благоустройством территорий. Среди них и работники открытого акционерного общества «Строитель-197». В деревне Насилово они восстанавливают памятник погибшим землякам, воинам и партизанам. Обелиск был установлен в 1971 году и требует ремонта. Организация приобрела смеси, необходимые материалы, выделила опытных специалистов. Памятник скоро приобретет обновленный вид. Для города даже важно, это же все-таки память. Это солдатам погибшим, которые за нас воевали, отдали свои жизни. Мы должны о этом все помнить. «Не отними у себя завтра». Работники учреждения культуры провели спортивную квест-игру в Молодечинском политехническом колледже. 3 команды студентов прошли различные этапы соревнований. Играли в шашки, проверили свои знания о здоровом образе жизни. Встретились с известным молодечинским спортсменом Леонидом Демишем. Работники централизованной клубной системы организовали эту акцию к Всемирному дню здоровья. В этот день в районных сельских домах культуры дети и взрослые участвовали в концертно-познавательных, танцевальных и игровых программах. Ведущие старались максимально задействовать всех, чтобы были положительные эмоции и знания по теме здорового образа жизни. Здоровье человека – одна из важнейших человеческих ценностей. Рано или поздно каждый из нас задумается над тем, как сохранить и приумножить этот вклад. Тенденции здорового образа жизни в нашей стране набирают обороты, и все больше людей делают шаги в сторону правильного питания, закаливания, спорта, избавляются от вредных привычек и в корне пересматривают свой образ жизни. А Минский областной краеведческий музей для привлечения посетителей ищет новые формы работы и организует мастер-классы с представителями разных профессий, квесты по темам для школьников и молодежи, открытые фестивальные площадки. Как отмечают сотрудники музея, столичные художники и мастера декоративно-прикладного искусства с удовольствием представляют свои произведения молодечинской публике. В скором времени у музея появится больше возможностей удивлять жителей и гостей города новыми экспозициями и разными мероприятиями. Вскоре мы получим большую площадь музейную, почти 2000 метров, напротив колледжа имени Огинского. И там у нас планируется большое фондохранилище и выставочные залы. Эти площади будут располагать к тому, чтобы устраивать открытое хранение фондов, ну а для художника насладиться тем, что оставили нам предки, и воплотить что-то из этих мотивов в своих будущих работах – это всегда ценно.
Веселковый карагод, гала-концерт и итоговая выставка областного этапа 12-го республиканского фестиваля художественного творчества воспитанников детских домов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных общеобразовательных и вспомогательных школ-интернатов состоялись в Молодечно. О самых ярких моментах праздника в материале нашего корреспондента. Традыцыйная выстава работ дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва удзельнікаў фестывалю – гэта не толькі прэлюдыя да асноўнага дзейства на сцэне, гэта сапраўдны вернісаж талентаў дзяцей і дарослых. Лозапляценне і кераміка, вышыўка і жывапіс, экібана і квілінг – немагчыма пералічыць усе тэхнікі, якія асвойваюць выхаванцы школ-інтэрнатаў і іншых дзіцячых спецыялізаваных устаноў. Многія з юных майстроў школьнае жыццё, за выключэннем канікул, праводзяць у сценах сваіх альма-матэр, і заняткі творчасцю нярэдка становяцца на пачатку сапраўдным хобі, а потым і асэнсаваным выбарам прафесіі. Мы неоднократно участвуем на концерте «Веселковый карагод». Наш танец называется «Куполинка». Мы очень долго и усердно готовились к этому концерту. Надеюсь, что у нас все получится и мы победим. Мы представляем Радошковскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы рады участвовать в этом замечательном гала-концерте. Для ўдзелу ў гала-канцэрце арганізатары запрасілі дзяцей і падлеткаў з 28 устаноў адукацыі в обласці. Сваю творчасць яны прадставілі ў самых розных намінацыях: тэатр, харэаграфія, вакал, фальклор, інструментальная музыка, арыгінальны жанр. Перш чым адправіцца ў Маладзечна, юныя таленты змагаліся за права сябе паказаць і на іншых паглядзець у школьных, раённых і занальных турах. Так што на сцэну Палаца культуры выходзілі сапраўды самыя лепшыя. Хочу отметить очень значительный рост творчества детей. И это очевидно, это видно, насколько искусство детей, показанное на сцене, выросло. Гледачы не шкадавалі далоняў, журы ўзнагарод і дыпломаў, а самі артысты стараліся ў кожным нумары перадаць свае эмоцыі гасцям у зале. Гэта мерапрыемства для дзяцей, без перабольшвання, вельмі значная падзея, якая дае магчымасць перажыць цэлы спектр радасных пачуццяў, знайсці новых сяброў, пабачыцца ў вачавіткі са старымі. А педагогі падводзяць тым часам напрыканцы года вынікі сваёй работы ў плане мастацкага развіцця сваіх выхаванцаў. Галоўную задачу фарміравання талерантных адносін у грамадстве да дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця і іх далейшую сацыялізацыю, таксама папулярызацыю нацыянальнай культуры «Веселковый карагод» і ў гэты раз выканаў спаўна. Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ. Светлый праздник Пасхи отмечают его 21 апреля представители католической конфессии. Дату Пасхи католики вычисляют, основываясь на григорианский календарь. Подробности у Аллы Маркеловой. Велікодным урачыстасцям папярэднічаў пост, падчас якога вернікі надавалі асаблівую ўвагу малітвам, наведванню касцёла, справам міласэрнасці, імкнуліся прыйсці на споведь. У храмах ужо закончана падрыхтоўка да Пасхі. Само свята суправаджаецца адпаведнымі малітвамі і службай. У суботні вечар перад надыходам ночы на пляцоўцы перад храмавай пабудовай разводзяць агонь. Ад полымя вогнішча каталіцкі святар падпальвае асаблівую свечку пасхал. Яна стане ўвасабленнем нязгаснага святога полымя, ад якога вернікі запаляць маленькія свечкі для сваіх дамоў. А Вялікая пятніца на гэтым тыдні – адзіны дзень у касцёле, калі не служыцца месца, і святары, і прыхажане узгадваюць мукі Господа і яго крыжовы шлях. Тело Иисуса Христа, хлеб, вино, кровь Господня заховываются в этом табернакуле. Сегодня нету святой имши, святой мессы. Сегодня есть только общая коммуния святая верникам, которая уделяется священникам с этого места. После, когда люди примут тело Иисуса Христа в торжественный способ с темницы Христовой, а мы видим Христа терпящего, за кратами, Он нам не бачный, мы переносим Его в гроб Господний. И тогда открывается именно Иисус Христос, Его тело, которое по преданию было снято с креста и положено именно в то место, которое жертвовал святой Никодим.
Иисусу Христу в пещеру. На Вялікдзень у кожнай сям'і стараюцца сабрацца разам дзеці і дарослыя, перад гэтым пабываўшы ў храме. У касцёле святога Іосіфа велікодная вігілія пачнецца ў суботу ў 9 вечара, а ў нядзелю адбудзецца рэзурэкцыйная святая меса з працэсіяй па вуліцы Прытыцкага і цэнтральнай плошчы. У храме святога Казіміра урачыстыя набажэнствы збяруць вернікаў у суботу бліжэй да поўначы, потым працягнуцца таксама ў нядзелю. Велікодныя дні – асаблівы перыяд у царкоўным календары для прыхажан касцёлаў, і там усе людзі імкнуцца правесці гэты час са светам у душы, любоўю да блізкіх і надзеяй на вечнае жыццё ў Царстве Нябесным. Віншую усіх суайчыннікаў ласкі у воскрослого Христа, Яго святло і благословлення, моцнай веры, любові Бога і ближнего усім нам, нашей батьківщині, Беларусі, каб яна з дня на день уваскрасала до нового жыцця. Гэты великодные пожадания умацовую крыжом, привезенным с Иерусалима, у имя Отца и Сына и Духа Святого. Алла Маркелова, Иван Вялков, МКТВ. Подписывайтесь в нашей официальной группе ВКонтакте и Ютьюбе. Смотрите информационные выпуски, тематические передачи в удобное для вас время. Далее прогноз погоды. Всего доброго и до встречи.